Я хочу вам рассказать о радио, о нашем радио и о нашей небольшой истории, которой 2 года. И я думаю, что она может быть интересна и полезна не только тем, кто занимается или думает заниматься радио, а и всем, кто в принципе занимается творчеством. А мы творчеством занимаемся, если мы осознанно живем, наверное, все время, каждый день. Мы разговариваем, мы творим, создаем разговор, мы пишем статью, мы творим, мы в отношениях с кем-то, с друзьями, с любимыми людьми мы творим. И, в общем-то, эта история прежде всего об этом, о том, как это делать в самых неподходящих условиях на Земле, в которых мы оказались в Украине в последние несколько лет. И начать я хочу с такой, чтобы вы немножко больше представили себе, в каких условиях мы начинали, из чего это все. Мне 28 лет, и я вырос на таком волшебном, у нас в Украине было такое в середине 90-х совершенно потрясающее местное радио. Ну вот я из Харькова, и у нас в Харькове было с 95-го года несколько коммерческих радиостанций, которые совершенно потрясающие вещи делали. У нас было радио «Вена». Я до сих пор не верю, что это радио назвали в честь столицы Австрии. Мне кажется, это было, судя по программам, о другом. И там был такой ведущий, который очень грубо общался со слушателями, ночной ведущий. Они строили город мечты, казалось бы, надо мечтать и что-то такое приятное, доброе делать. А он, значит, каждому звонящему говорил, что он идиот и вообще зачем он позвонил на радио. Можно было такое делать. Как и многие, я вырос на таком романтическом ощущении профессии радиоведущего. Мне хотелось быть радиоведущим, я представлял себе эти картинки, ночной эфир, дым сигареты, можно с ментолом. Ты ставишь музыку, люди слушают, звонят, пишут. Это профессия, которая может приносить симпатии дамские, наверное, я так себе предполагал. И так какое-то время и было, пока я не начал работать на радио. К моменту, когда я начал работать на радио, это было уже с начала 2000-х годов, все очень сильно поменялось, пришли большие форматы, в основном это были московские форматы, работа ведущего на радио очень зажалась в такие 30-секундные, назовем их так, рамки, во время которых ты должен был делать определенные совершенно вещи, ни шаг в сторону, ни вправо, ни влево, никуда. И, в общем-то, в этот период работы, а я поработал вместе с коллегами-основателями нас трое, я, Лера Чичибая и Данил Хомутовский. И мы поработали вот в разных таких локальных радиостанциях, на всех уровнях радиовещания в Украине. От локальных местных станций до станций, которые ретранслируют киевские большие сетевые радиостанции, до киевских локальных станций и киевских национальных станций. В общем-то, все везде одинаково оказалось. Я все думал, что с каждым шагом вперед что-то будет меняться, я буду получать все больше свободы, и профессия все ближе будет меня подводить к этому эфиру с лампой теплой, сигаретой. И, во-первых, нигде не курят на радио, как оказалось. Во-вторых, музыку тоже ставить оказалось нельзя. Значит, я не знаю, как у вас, ребята, в Беларуси, но у нас вот на протяжении последних 15 лет диджей, то есть это диск-жокей, человек, который ставит музыку, это суть его профессии, не ставит музыку. Музыку ставит музыкальный редактор, который программирует специальный софт, который, в общем-то, музыкальный редактор, который пытается угодить личным вкусом собственника, хозяина станции. Чаще всего это такие люди, которые очень любят Рода Стюарта и все. Скорпионс еще, может быть, это какой-то будет прорыв для них. И, в общем-то, довольно скудная такая картина сложилась к моменту, когда мы решили, почти все троем синхронно в разных местах, рабочих местах, мы решили, что мы все заканчиваем с этим. Это неинтересно, это не приносит никакого творческого развития, это не приносит никакого финансового развития. Украинское радио мертво. Все, мы с этим закончили, мы ушли с радио. За это время, пока мы там работали, это были чуть ли не 10 лет, я научился множеству бесполезных вещей делать. Например, я научился, знаете, у нас было самое такое, единственное место за рабочий день, он там длился 8 часов,
как он выглядит обычно. То есть ты у тебя есть 30 секунд в начале часа, чтобы сказать, что у тебя будет играть в следующем часе. Потом посредине часа, если повезло, у тебя есть шанс, возможность выразить себя, сказав, какую станцию вы слушаете, и которой сейчас час. Это такой второй творческий всплеск. И третий — это прогноз погоды и спонсорская небольшая начитка о продажах там, автомобилей, шкафов, купе и так далее. И так было везде. И единственное место, где можно было себя реализовать как радиоведущий, как творческую личность, это программа по заявкам. Она длится час обычно. И я удивился, когда я начал работать на Авторадио киевском, что даже на такие большие, вроде как, сети, которые слушают во всех городах Украины, никто не пишет. Значит, нам приходило 2-3 сообщения за 1 час. И меня это искренне поразило. Но программа все равно длится час. И тебе нужно что-то рассказывать людям в этот момент. И вот тут-то, конечно, творческие силы и расцветают. Я научился придумывать сообщения. Сначала я их писал, потом научился на ходу придумывать сообщения от наших слушателей. Я до сих пор могу это делать бесконечно долго. Там, как Любовь Васильевна из бухгалтерии передает привет своим коллегам Ирине, Татьяне и Василисе Макаровне, и поздравляет Василису Макаровну с 50-летием и хочет послушать песню в исполнении группы Depeche Mode «Personal Jesus». Это то, что я хотел послушать, и мне нужно было это послушать. Но это как бы бесполезное совершенно умение, и слава богу, в какой-то момент, когда я понял, что меня, как только я звучу или любой мой коллега звучит по радио, то это такой же повод переключить радиостанцию, как и рекламная пауза, я понял, что, в общем-то, я не хочу на это тратить время, и мы ушли с радио. Мы занялись другими делами, но потом случился такой переломный момент, который, в общем-то, и лег в основу нашей новой надежды о том, что же такое радио и как оно должно работать, и что такое профессия радиоведущего. Потому что с профессией радиоведущего радио, в принципе, мне кажется, не то что начинается, но крутится вокруг этой профессии. Это был такой случай, когда мы с моим другом, кумом теперь Данилом Хомутовским, мы ехали в машине по Черкасской области, была ночь. Из всех радиостанций работала самая плохая, как это чаще всего бывает. Это была государственная радиостанция «Эра». И ровно в 12 ночи, в полночь, нам надоели уже все диски, которые у нас были в машине, ровно в полночь началась джазовая передача Алексея Когана. Алексей Коган — это такой совершенно безумный, легендарный человек в Украине, который, начиная с 90-х годов, когда, в общем-то, были, наверное, вещи поважнее у каждого, продолжал рассказывать Украине про джаз. И в то время, когда Украина далеко, и сейчас тоже, но в то время так вообще не являлась и не была, и никогда не была джазовой страной. Такой героический вообще человек, надо сказать. И я в тот момент, когда мы услышали его по радио, не очень увлекался джазом, что я мог, Луис Армстронг, Майлз Дэвис, может быть, я слышал название, Дюк Эллингтон, пару имен, я больше ничего не знал о джазе. И вдруг Алексей Коган говорит: доброй ночи, он еще такой очень медленный, без этой спешки. Знаете, когда мы работали, у нас было главное условие, что чтоб ты не говорил, на улыбочке говори. Улыбайся, позитив. Должно позитивно быть. Все должно, люди тебя включили, все как бы хорошо должно быть. 20 часов в городе Киеве, все круто. А здесь какой-то такой совершенно другой подход. Леша сейчас, наверное, уже под 60. Он говорит: я только что вернулся из Маастрихта в Голландии, где сейчас переиздали ремастеринговую версию 7-альбомную Майлза Дэвиса, бокс-сет потрясающий. Я, знаете, вчера вернулся, я прослушал все 7 пластинок. И, надо сказать, выдающиеся произведения. Но вот что я хотел сказать. Там на 5-й пластинке, в 6-й композиции, предположим, она называется там, я не знаю, как-нибудь, Round Midnight. Round Midnight играет на 5-й минуте и 27-й секунде, он вступает. Это потрясающий кларнетист, который до этого
20 лет не брал кларнет в руки. А почему он не брал кларнет? Потому что, понимаете, 20 лет назад он очень повздорил с Биксом Бейлербергом. И Бикс приревновал его к своей жене и выбил ему зубы. И он не мог, 15 лет он лечил челюсть и не мог играть. Потом он 5 лет очень сильно комплексовал, думал, что он уже не способен вернуться к тому уровню игры, который, значит, был 20 лет назад. Но потом Майлз Дэвис убедил его сыграть соло на кларнете. Как раз в этой композиции, в этой, он называет не композиции, пьесы, в этой пьесе, которую мы сейчас с вами прослушаем. Я вам скажу, что я так внимательно джаз я никогда не слушал еще. И я ждал этой 5-й минуты 27 секунды. Мы с Данилой замерли, мы остановились, стали на обочину. И мы ждали в тишине и слушали джаз. И потом на 5-й минуте 27 секунде там... оно сыграло. И мы такие, да, потрясающая игра. С тех пор я почувствовал, как только закончилась эта пьеса, я почувствовал, что я уже немножко разбираюсь в джазе и, по крайней мере, знаю эту историю. И вот в тот момент мы с Данилой поняли вот суть работы. В тот момент Леша Коган, а мы нет. В чем суть профессии? Когда мы совсем молодые, нам там по 15 лет, по 14 лет, по 18 лет, у нас много свободного времени, и мы очень много музыки слушаем. Мало того, мы всегда следим за контекстом. Какая прическа у Бритни Спирс, значит, в каких джинсах ходил Курт Кобейн, на каком месте в чарте, в каком-то выдуманном или невыдуманном, та или иная песня. Мы следим, кто какой скандал, значит, поучаствовал, кто что сказал перед выпуском альбома и так далее. У нас много времени для этого. Потом мы взрослеем, у нас начинается работа, у нас начинаются серьезные вещи. И музыка, вот я по родителям своим смотрю, вот они до 78 года знают все песни наизусть. А после вот ни одной, как будто музыка закончилась в этот момент. Именно потому, что когда ты начинаешь много работать, ты выпадаешь из контекста, и без контекста музыка становится без истории, без нарратива, он же всегда заложен в музыку, особенно в музыку сложную и интересную. В общем, невозможно за ней уследить. И задача наша, таких людей, которые занимаются радио, музыкальным радио, это, конечно, вот свой рабочий день, свое рабочее время тратить на то, чтобы, как в детстве, да, или еще глубже, смотреть за контекстом, смотреть, какие истории, кто что выпустил, у кого какая прическа, у кого какие джинсы, кто кому выбил зубы и кто сколько не играл на кларнете. Чтобы совершенно незнакомую человеку музыку, но которая тебе очень нравится, суметь преподнести так, чтобы этот человек дослушал ее до конца и ждал, значит, еще следующей твоей песни, которую ты поставишь по радио. В общем, все. И когда мы это поняли, то для нас открылся целый мир. Мы поняли, что можно же не только то, что людям нравится ставить, не то, что люди знают, потому что чаще всего это Род Стюарт и Scorpions. Можно ставить то, что нам нравится, то, что, может быть, никто не знает. И просто подавать это, рассказывать, глубже погружаться, и тогда музыка лишится всяческих границ. И в основу этого эту такую политику музыкальную мы положили в основу радиоаристократы. У нас играют любые музыкальные жанры вперемешку, но мы всегда стараемся подать это через историю, через призму авторского восприятия той или иной песни. Это не то, что для нас это открытие, потому что, хотя это суть профессии, так она начиналась, так она и не заканчивалась там в Британии, где-нибудь еще, так всегда было и есть. Но для нас это стало большим открытием. И еще несколько таких моментов, из-за которых мы бросили радио делать в Украине, это, коротко пройдусь, это вообще невозможность заработать деньги на этом, потому что радио в Украине вообще все медиа в Украине, они убыточные, они дотационные. Мне кажется, что специально, потому что во всем нормальном мире, вообще с древних времен хлеба и зрелища всегда в любых условиях политических, социальных, всегда первая потребность человека. Значит, это возможность продуцировать, да, какую-то экономику вокруг этого. Я верю, что без экономики там ничего не происходит. Как Том Уэйтс сегодня утром в машине ехал в аэропорт, он пел, что culture brings business.
culture brings business. Это связка очень железная. И мы поняли, что поскольку эти радиостанции сами себя не окупают, мы получаем себе очень мало денег, то значит что-то не так. Что-то не так, это в нашем случае, в украинском, это все станции использовались как политический инструмент и работали в полную мощь только во время выборов, чтобы, значит... Из этого много всего исходит, много проблем, которые потом вылились в серьезные дела. Но об этом либо в вопросах уже, либо отдельно, там, либо лично. Я просто не хочу на этом тратить много времени, это очень большой разговор. Как политическая ангажированность медиа влияет на экономические и социальные процессы. Отдельный вообще разговор. И, в общем, услышав Когана и собравшись снова и поверив в то, что на радио можно делать интересные вещи, мы попробовали это делать на Просто радио киевском, такая радиостанция, которая довольно долго уперто крутила Radiohead на фоне всех остальных. И мы попробовали там делать утреннее шоу втроем, и у нас начало получаться. Стало какое-то комьюнити выстраиваться людей, которые давно не слышали людей по радио. Не то чтобы мы так, поэтому аристократы себе... Я потом, это очень пошлая история, почему мы называемся аристократами. На YouTube есть много ответов на этот счет. Даже Саус Парк рассказывал шутку про аристократы, опережая ваши вопросы. Не буду рассказывать, это низы юмора. Но мы так себя немножко, не то что мы там самые умные, просто мы как бы попытались быть людьми, мы попытались не строить из себя каких-то, ну, знаете, как звезд на радио. Здравствуйте, дорогие друзья, мы сегодня здесь. Я помню много людей, которые, получая очень там, $100 в месяц, работая на радио, изображали из себя сверхгламурных звезд. И когда я спрашиваю, ну зачем ты это делаешь? Ну это же неправда. Нет, людям нужна звезда. Людям не нужна звезда, особенно в наш мир, когда Джастину Биберу или Полу Маккартни можно в Твиттере написать, и он ответит. Джастин Бибер когда-то мне ответил. Вот эта дистанция, которая сокращается между людьми благодаря соцсетям, это надо... Мне кажется, любое медиа, которое сейчас будет появляться и будет более-менее успешным, оно улавливает именно это. Как мы больше не можем отгораживаться какими-то... Медиа больше не такой, как раньше. Оно такой же человек, как и все остальные. И когда закончилась наша история, не такая длинная с Просто радио, мы ощутили, что у нас есть какое-то комьюнити людей, мы больше не можем с ними общаться, а потом начался Майдан. Начались такие истории у нас бурные. И мы просто ходили по улицам, и к нам подходили наши слушатели и говорили о том, что как здорово было бы вас снова где-то услышать, когда вы где-то появитесь. Мы поняли, что мы, пусть это несколько тысяч человек, но мы им нужны. Вот мы стали их друзьями. Они очень у нас такие фамильярные. Если видят на улице и знают, то они так сразу: Ярик, чувак, как дела? Слышишь, ну ты что там, как там у тебя позавчера там ты был и там. Потому что они читают Facebook, и они воспринимают нас как друзей. И не как какой-то человек из радио, человек из телевизора, нет. И мы подумали, что нам очень хотелось сохранить эту связь, и мы решили сделать онлайн-радио. Это все, что нам оставалось. Это лучшее, что мы умели делать. Как только мы были готовы к запуску, вдруг были приняты законы так называемого 16 декабря, 16 февраля, нет, или января, anyway, 16 декабря. Законы, которые запрещают любую нелицензированную деятельность того, что похоже на СМИ в интернете. Но, то есть мы были уже готовы, и тут нам как бы говорят, все, как бы нельзя. Но огонь пылал, студия была построена, и мы вынуждены были начинать. И мы ставили перед собой несколько, не то чтобы целей. Цели мы ставили, там, 1 000 000 прослушиваний, слушателей там, до конца года, там, что-то там, зарабатывать деньги, потому что мы заявили, что мы коммерческая радиостанция. Но мы, скорее, это такие эксперименты, которые мы решили, значит, провести на практике, чтобы какие-то наши предположения проверить, работают ли они. И вот какие это предположения. Мы предположили, что есть такая знаменитая кривая инноваций, innovative curve. Это такая, очень легко найти в Гугле. Если у вас есть с собой гаджет, можете прямо сейчас, будет наглядней. Мы предположили, что так оно и есть. Общество действительно поделено на такие, любое общество в любом месте Земли поделено на такие
я не скажу классы, классы это не то слово. Инновационная кривая описывает то, как любая мысль, идея, инновация проникает в массовые какие-то слои населения, да, и описывает эти слои населения так. 2,5% всех людей в любом обществе – это непосредственно инноваторы, это люди, которые эти инновации производят. Следующая категория людей – это ранние последователи, их около 12% человек. Это люди, которые первые могут понять, что к чему, почему iPhone 6 это круто. Это люди, которые могут в нем разобраться быстро и передать это знание и инфицированность этой идеей следующим поздним последователям. И их тоже примерно 12%. Дальше большой кусок массовый, да, это люди, которые массовый продукт потребляют, до которых позже всего доходит какая-то мысль. И потом самый кончик это где-то 50-60% людей всех, там, или даже больше. И такой большой кончик это люди, которые просыпают все. Люди, которые про айфоны узнают уже после того, как Стив Джобс умер. Ну, только по этим сводкам. Мы предположили, что в Украине есть эти 2,5%. Мы предположили, что, и глядя на то, как развивались события в стране и на лица людей, которые в этом участвовали, мы видели этих людей, мы знали этих людей, мы видели, что они стремятся к знанию, к образованию, к каким-то гуманистическим ценностям. Они слушают такую же музыку. Музыка играет очень такой серьезный маркер. Это из детства даже у нас пошло еще, помните? Ты что ты слушаешь? Я рэп слушаю. Я помню, я потерял своего лучшего друга, потому что начал слушать рэп и ходить в широких штанах. И мы предположили, что эти люди есть. И только эти люди могут воспринять, во-первых, онлайн-радио, во-вторых, онлайн-радио построено на принципах, которые мы, и с такой музыкой, которую мы имели в виду. Мы предположили, что функция радио, это функция медиа. В общем-то, слово медиа от слова медиатор, от слова, в общем, посредник, да? Какое-то посредничество. Между кем и кем? Между разными группами людьми. Значит, это может быть писатель, который написал книгу, и его читатели или потенциальные читатели. Это может быть музыкальная группа, уже группа из 4-5 людей, и люди, которые их слушают или хотят услышать. Это может быть производитель шампуня, и люди, которые могут позволить себе или там хотят выглядеть как Криштиану Роналду, тогда это подешевле шампунь. Ну, в общем, это какие-то группы людей друг с другом как-то, значит, коммуницируют. Наша задача просто установить этот мостик для разных групп людей. В таком случае мы предположили, что самое главное, это вот когда квартиру снимаешь, у тебя брокер есть, он же тоже посредник. Хороший брокер, с брокерами тяжело, у вас, наверное, тоже? У нас очень тяжело. Ну, хороший более-менее, ну, хороших нет. Более-менее тот, которому ты хоть чуть-чуть доверяешь. Ну, хотя бы он какое-то доверие у тебя вызывает. Вот доверие – это ключевое слово. Это вообще ключевое слово. Ну, вот во всех отношениях. Это ключевое. А в том, что касается посредничества между большими группами людей, это очень важное слово доверие. И мы решили, что это наш главный и единственный капитал. Это единственное, что мы можем предложить, например, рекламодателю с одной стороны и слушателю с другой стороны. Организаторам концерта и людям, которых они хотят пригласить. Это означает, что если мы советуем что-то людям, послушать, купить, куда-то сходить, попробовать, это значит, что это хорошо или, по крайней мере, неплохо. А если это плохо, то мы об этом узнаем и извинимся. И так случалось несколько раз. Это значит, что мы не должны тратить время зря и попусту. Однажды к нам пришли ребята из Nescafé, Nescafé 3 в одном. И они говорят, ну давайте мы будем у вас рекламу размещать. Ну, никогда до этого к нам не приходил никто такого размера. Наш подвал на Тарасовской, мы тогда были в маленьком подвале. Давайте, это было прямо событие было. Но мы должны были сказать нет им, потому что это трата времени для Nescafé, потому что никто из нашей аудитории не будет пить Nescafé 3 в одном, это надо признать. Единственный случай, когда это может произойти, это поезд Ивано-Франковск-Киев. Ну, это все. И там нас пока не играют, там нет 3G.
И это трата денег для Nescafé, это трата времени для наших слушателей. И это еще сигнал для них, что мы то ли как-то к ним относимся так не очень уважительно, то ли вообще не знаем их. Потом, конечно, мы рассчитывали, и мы понимали, что вот эти люди, вот эти маленький процент людей в Украине, он в своем, наверное, самом большом, то есть это вот эти инноваторы, early adopters, это не более 5 миллионов человек, я думаю, на данный момент. 4, может быть, миллиона человек. Судя по размеру Фейсбука, он обычно такого же размера, как эта аудитория в стране, вот в нашем случае. Вот мы так предположили, что это вот столько людей. И мы, конечно, понимали, что это люди, которые привыкли к определенному качеству. Люди, которые отвыкли потреблять традиционные медиа, традиционные радиостанции, там, телеканалы, газеты и так далее. И это как бы с одной стороны хорошо, а с другой стороны эти люди, у них уже есть требования к качеству продукта. Это значит, что ему нужно соответствовать. В этом плане радио хорошее начало, потому что произвести качественный аудиоконтент гораздо дешевле и легче, чем произвести качественный видеоконтент. И мы понимали, что это очень требовательная аудитория, и нам нужно конкурировать в этом плане с самыми лучшими мировыми образцами. Там, Last.fm, Spotify, Pandora, BBC, сейчас уже Apple Music и так далее. И, конечно, мы понимали, что нам придется конкурировать со всем, что есть в интернете, что мешает слушать наше радио. Или мешает. Мешало. Значит, качество. Это еще одно такое было важное предположение. Нам нужно очень высококачественный продукт. Мы понимали, что нам нужно, что эти люди, они очень хорошо вычисляют манипуляции, информационные манипуляции. Это люди с определенной информационной гигиеной, которые понимают, что такое источник, что такое последовательность источников, как лучше, как правильно, да, через какую матрицу лучше потреблять информацию, которая отовсюду бьет нас, из всех каналов, которая может начинать и заканчивать войны. Вот эти люди, они видят, где есть манипуляция, где есть ложь, где есть пропаганда, где есть ангажированность. Все то, что было на украинском радио и есть до сих пор, и не только на радио. И мы понимали, что нам надо быть независимыми, чтобы в общем, с такими людьми установить связь. Мы решили, что это будут люди. Что это будут все самые интересные люди, которых мы знаем, с которыми мы сталкивались на протяжении последних лет. И так мы получили беспрецедентно крутой коллектив, а учитывая, что до сих пор это продолжается в Украине, люди, мне кажется, поумнее, они ощущают, что сейчас очень важно что-то создавать, сделать что-то, вот это волонтерское очень мощное движение во всех отраслях. Это люди, которые на довольно длительном промежутке времени бесплатно вкладывают свое время и силы, помогая чему-то случиться или создавая что-то. Мне кажется, мы все хорошо понимаем, что вот данный этап никто из нас не может зарабатывать там, деньги большие, как там, в Британии, в Польше, там, даже в Польше. Это значит, что нам нужно что-то создать, какую-то экосистему, в которой мы потом это будем делать. Поэтому многие, конечно, шли, и это бесплатно работать к нам, просто ради ради удовольствия, ради социальной ответственности, ради того, чтобы, не знаю, как-то капитализировать или ревитализировать, такие слова, свое имя, да. Многие зарабатывали, там, музыкальные ведущие вдруг начинали получать ангажменты, как диск-жокеи по всему городу и по всей стране. Каждый как мог, значит, в этом во всем крутился, но в итоге в нашей команде собрались действительно все умницы страны, которых мы знали. Главный редактор Esquire был с нами, украинского, главный бывший редактор Playboy был с нами, главный редактор Vogue была с нами. Очень много мозговых центров. Леша Коган был с нами. Он говорит, когда мы встретились, он пришел как гость, и он говорит, я стеснялся, весь эфир сидел, хотел предложить, чтобы работать, а потом ребята сами предложили. Мы даже подумать не могли, что это возможно. Он сразу же захотел работать. Сейчас у него отдельная кнопка, отдельный канал «Аристократы Джаз», наша 3-я кнопка.
И потом мы собрали беспрецедентно, во-первых, интересный, мне кажется, и большой коллектив, там в 20, в 30, сейчас это больше 50 авторов, которые в 2015 году сделали около 100 сезонов авторских шоу. Мы производим, наверное, самое большое количество аудиоконтента, ну, в Украине точно, но я подозреваю, что и во всем регионе. Учитывая то, что, опять-таки, у нас нет того ресурса, который есть у многих больших радиостанций. И что я хотел сказать, 70% этих людей, немножко со статистикой у меня, они никогда до этого не работали на радио. Они никогда в жизни не сидели перед микрофоном, никогда в жизни не ставили музыку по радио. Но с первого же дня они звучали, мне кажется, достойно. И вот это, наверное, самое ценное, чем я могу с вами поделиться, как этого достичь. И опять снова я должен говорить о доверии. Мы руководствуемся в своей работе, в коллективе таким старинным принципом, который пришел к нам из венецианского уличного театра «Комедия дель-арте». Потом он был осмыслен и сформулирован, вот это вот «гении и поэты», так он называется, этот принцип, Делом Клоузом. Это был такой большой инноватор американского импровизационного театра комедийного, импров. И он это сформулировал. Он говорил, что это единственное правило, которое позволяет артисту на сцене или где-либо еще импровизировать с кем-то, да, или самостоятельно. Это очень важное правило. Представьте себе, что такое уличный вообще театр в средних веках. Значит, вокруг антисанитария. Люди, в общем-то, не самые, наверное, были улыбчивые в тот момент. А ты артист. Тебе надо выступать. И ты выбираешь такой путь, выступать на улице. Есть трафик. Если это не то, что ты пришел в театр, вот первый акт, вот второй акт, вот третий акт, уходите. Это как бы ты не успеваешь это все показать, человек проходит. То есть ты должен его поймать внимание, а потом удержать как можно дольше, чтобы рассказать как можно интереснее историю, которую ты запланировал рассказать. То есть это постоянная реакция на то, что происходит вокруг, постоянная работа с людьми. И это очень тяжелая работа. В тебя могут бросить гильотину, я не знаю, что там бросали. Это очень тяжелая работа, поверьте. Просто представьте стать на улице, да, и играть на гитаре, там, и песни. Это очень. Я поэтому призываю, ведь если будете проходить мимо уличных музыкантов или артистов, всегда что-нибудь им бросьте, какие-то деньги, потому что это очень сложно, то, что они делают. Если они делают это хорошо, тем более. Так вот, такая импровизация, она невозможна была без абсолютного изначального доверия к своему партнеру. И это то, что мы положили в утреннем шоу в начале своей деятельности, и то, что мы пытаемся выстроить с каждым автором, с каждым членом коллектива, вот на радио, у нас радио «Аристократы». Это значит, что бы мы ни делали, я смотрю на своего партнера как на гения, как на человека, который способен сделать самые выдающиеся, самые великие вещи. Я смотрю на него как на самого крутого профессионала, который есть у меня в распоряжении, по крайней мере. И это очень логично, если мы вдумаемся. Все мы хотим что-то сделать крутое, гениальное, большое, значимое, реализоваться как-то. Но если не будет вокруг людей, которые считают, что ты на это способен, то ты как бы никогда на это не будешь способен. Это выражается в обмене предложений. Обычно мы с вами, когда импровизируем или о чем-то говорим, или что-то создаем, у нас какой-то брейншторм с вами, в эфире это какой-то разговор обычно, импровизированный разговор чаще всего. 2-3 людей, больше людей. Обычно мы обмениваемся предложениями. Предложения не просто так называются предложения, это когда мы что-то друг другу предлагаем, какие-то идеи. А что если мы говорим? У нас был такой случай, который иллюстрирует, что происходит, когда это не работает, этот принцип. Мы сидели в эфире втроем еще, мы работали без Леры на вечернем шоу «Просто радио», и у нас была такая ведущая старой школы, такой старой закалки, потрясающая в своем жанре, Аня Балент.
нас как бы интегрировали с Данилой Кани в шоу. А мы с Данилой руководствуемся этим принципом, да, абсолютного доверия. Он что-то мне говорит, мне кажется, это чушь полная. Ну, иногда. Но я должен признать, это крутая идея. В этот момент случилось, это был эфир, мы вышли в эфир, и вдруг Данил говорит, ну, сегодня день рождения празднует Джейсон Стэтэм. Актер, это любимый, мы знали, что к этому моменту, что это любимый актер Ани. Сегодня, говорит Данил, ему 69 лет исполняется. Какая-то, ну, мне казалось, что это не очень... Аня, она прижглась сразу. Нам надо выстраивать с ней отношения. Мы только начали. А она говорит, как 69 лет? Говорит, ну вот такая ситуация в какой-то момент у нас сложилась. Я смотрю, Данил как бы не хочет коммуницировать, не хочет идти на конфликт с Аней. И у меня было два выхода. Я мог сказать ему нет, да? Я мог сказать, Дань, ну что ты такое говоришь, это бред, ну, человеку там 45 максимум. Или сказать, сколько им на самом деле лет, и обрадовать Аню таким образом. Я мог сказать ему да, я мог поддержать его в этой шутке. И я сказал, да, Ань, да, как ты не знала, что ему 69 лет? Когда два человека тебе говорят, что Джейсону Стэйтему 69 лет в эфире, это уже неплохой источник. И мы заметили сомнения на лице Ани. Такое бывает с голливудскими звездами, ты смотришь на них и не можешь поверить, что ему 69 лет. И в этот момент уже стало смешно всем, кроме Ани, конечно. Но мы дальше с Данилой начали раскручивать Аню на то, что ему 69 лет, как он провел свою жизнь, как ему удалось сохраниться так хорошо. И это было очень смешно. Но если бы Аня нам говорила «да» все время, это было бы еще смешнее. Потому что каждый раз, когда тебе кто-то говорит «нет» в таком обмене предложений, творческих идей, твои творческие чакры начинают закрываться, по крайней мере, с этим человеком. Никто не хочет быть идиотом, никто не хочет казаться дураком, никто не хочет быть известен как производитель плохих идей. И это вот только дети, наверное, не боятся ошибок, они дурачатся, они прыгают, предлагают всякую чепуху. И, в общем-то, им всегда говорят «да» на это. Пока он не подрастет, он говорит, это чепуха, ты немножко дурак тогда, или что. Ну, тогда ему объясняют, как мир устроен, закрывают эти чакры, и все, и надо снова их открывать. Вот таким методом мы это делаем, друг другу повторяем, ну как, держа в голове, всегда в основе, что напротив нас гений, и напротив нас поэт. Поэзия очень важна, у нас мир сложный, жестокий, и вот поэзия, да, картины, это то, что делает из него мягкое, нежное место. В общем, с тех пор прошло 2 года, и я коротко пройдусь по тому, что мы, в общем, презентацию, которую я привез, и подведу небольшие итоги. Это вот презентация, почему там про утренник было написано в начале, я прошу прощения, это презентация, которую мы использовали для нашего коллектива на нашем новогоднем празднике совсем недавно, чтобы поделиться, да, друг с другом, чего мы достигли за это время. Ну, во-первых, Янукович уехал из страны. За последний... Речь пойдет о 2015 годе, то есть не 2014, только за последний год. Наше количество трафика, который люди, слушая нас, выкачали, да, из наших ресурсов, это 72 терабайта, и это выше, ну, больше, чем в прошлом году. Нас послушало за это время 620 тысяч, тут написано слушателей, но это очень сложный методологический вопрос. И если вы займетесь онлайн-радио, вы столкнетесь рано или поздно с вопросом измерения аудитории. Это отдельный разговор, если вам будет интересно, вынесем это в блок вопросов. Методология подсчета, такие вещи, они важны, когда ты начинаешь коммуницировать с рекламным миром. Но это общее количество уникальных IP. За ними может стоять 7 человек, может 1 человек, может 10 человек, может 3, ну, приблизительно столько. Это наша средняя ежемесячная аудитория. И, к сожалению, здесь не показано очень важный такой показатель, которым мы страшно гордимся. Это средняя продолжительность прослушивания радио «Аристократы». Она составляет 90 минут. Это 1,5 часа, в то время как средняя продолжительность прослушивания с FM радиостанции в Украине 11 минут.
а средняя продолжительность онлайн-радиостанции, прослушивания онлайн-радиостанции в Соединенных Штатах Америки около 30 минут. Ну, там выше конкурентный шум, да, и, конечно, это объяснимо. Вообще, про то, что происходит в Америке и вообще с онлайн-радио в мире, я тоже готов рассказать, если вам будет интересно, в части с вопросами. Люди слушают нас, прослушали 1,5 миллиона часов прослушивания за весь прошлый год, и это тоже цифра, которая у нас растет. То есть один человек очень много слушает. В общем, об этом это говорит. Это говорит о том, что ему нравится больше, чем одна программа. Мы в этом году, в 2015 году, мы решили, что мы будем развивать систему подкастов и больше продвигать не прямой эфир, а подкасты, которые из него выходят, да. И рассматривать прямой эфир как такой вечный огонь, который постоянно рождает какой-то контент сам собой. Но самое главное это потом, как его дистрибутировать и где его размещать, показывать, там, продавать и так далее. И мы, собственно, новый наш сайт, новую нашу версию сайта мы строим вокруг продвижения подкаста, а не прямого эфира. И, в общем, это вылилось в то, что в конце года это страшная, приятная новость для нас была. Mixcloud, такой один из главных радиоагрегаторов в мире, может быть, даже главный. Сервис, который придумали ребята из Гарварда, по-моему. Нет, Гарвард пользуется. Которым пользуется Барак Обама, чтобы слушать большое фисум-шоу, наверное. В общем, признал нас седьмой радиостанцией в мире. И по итогам года. И вокруг там станции из Нью-Йорка, из Лондона, Брюсселя, одна из Ибицы. И для нас это большая приятная такая новость, которая говорит о том, что мы соответствуем одной из самых больших миссий, которые мы перед собой держим в голове. Потому что вот сейчас у нас такая ситуация сложилась, что все общество вынуждено или получило наконец такую возможность, как кто хочет может это трактовать, но теперь должно искать пути реализации, конкуренции, быть интересным не только для Украины, но и для стран, западных стран. Нам нужно придумывать музыку, которую будут слушать, не только в Украине, потому что это слишком мало экономики там, чтобы поддержать создание качественной музыки. Значит, надо искать другие рынки. Поэтому, когда какая-то группа украинская играет на BBC, или когда Даха Браха выступает у Джулса Холланда вместе с Уикендом и Дэвидом Гилмором, это то, о чем я говорю. Это то, что нужно делать сейчас нашим металлургам, нашим производителям соков там, и так далее. Учить английский и учиться конкурировать со всем миром. Со всем миром, а не только с Россией, как это у нас было на протяжении... Я вообще в такое удобное положении сегодня нахожусь. Я могу что угодно говорить с позиции Украины, про Россию, про все. Мне очень удобно. У нас там так... И, это действительно уникальная возможность, мы так на это смотрим. Это уникальная возможность, когда, например, с одной стороны, мир, к которому ты привык, там группа Boombox, если вы знаете эту группу украинскую, это большая украинская группа, она потеряла по итогам этих событий чуть ли не 50% своей прибыли, 60% своей прибыли вместе с концертами, которые у них отпали в России. Это, с одной стороны, это катастрофа для бизнеса. Это 60-50% твоих доходов, твоей модели, конечно, отпадает. Значит, что-то нужно делать. Кто-то с этим справится, кто-то не справится. Естественный отпор. Значит, мы, мне кажется, немножко справляемся. Мы в этом году в 2015 году мы начали пробовать с видео работать. Мы верим в то, что и понимаем, мы предполагаем, это еще один наш эксперимент, который мы хотим проверить в этом году. Это то, что, конечно, гораздо больше людей любят смотреть, чем слушать. Есть люди, которые вообще не воспринимают аудио как источник информации, чего-то нового. Поэтому мы собираемся и писать, и снимать. Опять-таки, это вопрос соответствия всем тем принципам, да, о которых я говорил раньше. Но в этом году мы установили такую 4-камерную систему в студии, самодельную, потому что такая система, которая работает там у наших конкурентов, у которых есть деньги откуда-то, она стоит $150 тысяч, там, очень дорого. Хотя мы перешили просто эти камеры наблюдения из банков,
лучше матрицу туда вставили и оптику поменяли оптику, написали софт, который переключал бы камеры эти. И, в общем-то, это обошлось в $4000. Ну, в общем, можно подумать, всегда есть какие-то друзья, с которыми можно что-то придумать, у кого-то в гараже что-то обязательно лежит. Вот в позапрошлом году мы показывали... Это страны, в которых нас не слушали ни разу в этом. Значит, это Северная Корея, да. Я надеюсь, что мы очень переживаем за Гренландию, потому что это прекрасное место. Если вы будете в этом году в какой-то из этих стран, в любой из этих стран, мы просим вас включить хотя бы просто на пару минут радио «Аристократы». В общем-то, эта география выглядит так. И я хочу сказать, что мне очень-очень приятно, что в Беларуси у нас тоже есть слушатели. Я предполагаю, что и среди вас есть наши слушатели. И это какое-то волшебство на самом деле. Ну, это правда нереально круто, что вы есть здесь, в Беларуси. Но карта это выглядит вот так. То есть это весь мир практически. Если говорить о географии по городам, которые у нас есть сейчас, то Киев по-прежнему остается городом нашим основным. Но это естественно, 65% наших слушателей киевляне. Мне кажется, это естественное положение вещей. Я думаю, что вы можете сравнить ситуацию с, ну, назовем это креативный класс, да, ну, не знаю, с образованными. В Беларуси, да, в Минске, очевидно, таких людей будет больше, чем в других городах. Это связано только с этим. Мы можем завесить Мариуполь или там какой-нибудь другой город бигбордами с нашими лицами, включи «Аристократы». Если даже они включат, то услышат мировую премьеру Прокофьева симфонии. У нас было в 2015 году. Мы на 5 месяцев опередили BBC и записали в Киеве то, что никогда не звучало. Это Сергей Прокофьев и симфония, которую он написал в 12 лет. В 12 лет человек написал симфонию. Я до сих пор не могу написать симфонию. Львов, Харьков, Днепропетровская, Одесса примерно равные у нас показатели, там от 5 до 7%. И дальше у нас идут Москва, Тбилиси, Санкт-Петербург с такими там 2-3% наших слушателей оттуда. Это большая ошибка. Ну, большая ошибка. У нас гораздо больше подписчиков в соцсетях. Около 50 тысяч, 25 тысяч в Фейсбуке. И довольно серьезная вовлеченность пользователей, потому что мы пытаемся там с ними общаться. Поверьте мне, это ошибка. Ну вот зеленые цифры, они правдивы. За 2015 год через нашу студию прошло более 800 гостей, совершенно разных, людей из разных отраслей вообще, экономики, жизнедеятельности, министры. Представьте, мы в подвале, онлайн-радиостанция, к нам приходят министры там, культуры, к нам приходил всякие замминистры. Мы начали там сотрудничать с Министерством инфраструктуры по поводу того, чтобы заменить всю эту ужасную музыку в поездах на нормальную. И какие-то такие вещи мы начали думать. Самые простые люди, врачи, учителя. И вот отсюда складывается мое общее впечатление от того, что происходит. У них у каждого может быть такое личное депрессивное ощущение того, что есть. Что, судя по новостям, особенно вообще этому месту пора бы уже давно сгореть или как-то с ним пора уже распрощаться. Ничего не вышло. Но когда я вижу всех этих людей, я их вижу каждый день в утреннем шоу из разных областей. Я вижу, как много крутого начинается. Я вижу, как много огня в молодых людях, которые в своих маленьких, больших делах делают очень крутые вещи. И вот это повод для нашего украинского оптимизма, моего личного. Мы в 2015 году поставили себе вот такие планы. Значит, развивать подкасты, видеоконтент, персонализировать немножко сайт. Сейчас можно уже личные кабинеты заводить на сайте, и мы будем развивать это дальше. Мы продолжали сотрудничать с большими рекламными компаниями. Мы начали сотрудничать с международными большими компаниями. Впервые в жизни там Danone пришел на радио, тем более онлайн-радио. Фактически мы создали онлайн-рынок Украины. Он пока небольшой, но учитывая общую там, тенденции движения рынка, туда все больше будет денег приходить. Coca-Cola, KitKat, большие ребята вдруг начали с нами сотрудничать и поняли, что мы хороший источник, такой хороший
хорошая связь, хороший канал связи с людьми, которых очень сложно достать по-другому, как-то с ними поговорить по-другому. Но мы в ответ этим ребятам всегда говорим, что вы должны уважать эту публику и не должны вести себя с ними, как будто они идиоты. И мы переписываем их рекламные кампании часто, придумываем что-то свое, чтобы, в общем-то, и те добивались того, что они хотят. И нашим слушателям было не противно слушать радио с большим количеством рекламы. И, в общем-то, наш план на этот год выглядит так: закончить все, что было в 2015 году запланировано, продвигать, продолжать подкасты и развивать наш видеоконтент. Мы запланировали очень много видео в этом году. Мы будем развивать наш онлайн-журнал. Я надеюсь, это будет такое место, которое художественным словом будет говорить про сегодняшний день. И продолжать наш путь монетизации, потому что чем больше, я очень, очень верю в то, что это... Мы сегодня утром разговаривали, и мы говорили о том, что миссия, деньги зарабатывать как-то не звучит, оно благородно. А я верю в то, что это нормально. Я верю, что это очень правильно. Я встретил накануне Нового года, 30 декабря, к нам, представьте, это весь город в пробках. У всех дела, лихорадка предновогодняя, и вдруг к нам приезжает, на радио приезжает глава такой большой компании, которая занимается, Хелен Марлен, в общем. Это такая компания в Украине, которая занимается продажей дорогой одежды, брюки, костюмы, Гуччи, это все. И он приехал с подарком, то есть он нашел время, он приехал с подарком лично, чтобы нас поблагодарить. Я говорю, за что? Не нужно было. Он говорит, не то чтобы я хочу сказать вам спасибо за то, что вы делаете больше культурных людей. Это не то, что моя такая общественная позиция. Это мой шкурный интерес. Чем больше культурных людей, тем больше у них возможностей зарабатывать, тем больше они зарабатывают, и тем больше я продаю вещей. Его бизнес очень прост. Он видит, если в городе красивое событие, классической музыки или что-нибудь еще, то событие, на которое нужно хорошо одеться, то его продажи растут, его жизнь из этих графиков состоит. И это очень просто. И имея таких людей, которые понимают эту связь экономики и культуры, и имея их в такой нашей команде общей, такое понимание, в общем-то, это все работает на то, чтобы классических концертов, крутых событий становилось все больше, больше и больше. Только так. В общем-то, и последнее, что я хотел сказать, что мы смотрим на то, что происходит в мире с онлайн-вещанием. Мы понимаем, что это необратимо будет развиваться, и, в общем-то, мы хотели бы быть на гребне и держаться впереди, по крайней мере, для нашей, скажем, русскоязычной, украиноязычной публики. И, в общем-то, мы начали уже процесс какое-то привлечение инвестиций. Я надеюсь, что это будут американские, какие-то западные инвестиции, поменьше украинских, потому что это сразу нас вставит в какую-то определенную зависимость. Долгий процесс, очень трепетный и сложный, но я надеюсь, что мы его пройдем и таким образом сможем выйти на качественно новый уровень в том, что касается картинки, видеоконтента и так далее. В общем, это все, что я хотел вам рассказать. Спасибо вам большое за внимание. И я сейчас тогда перерыв, и потом, если кто-то хочет остаться на вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ярослав, здрасте. Спасибо за радио «Аристократы», потому что действительно слушаем в Минске, и чувствуется, что можно быть с чем-то согласным, не согласным, но чувствуется, что за песнями, за диалогами стоят конкретные люди, это ваша концепция, от которой вы отталкиваетесь. Я просто справедливости ради, вы в начале вечера сказали о том, что все радиостанции Украины убыточны, потому что работаем с украинскими коллегами и знаем, что это не так. Угу. А какие станции у нас прибыльные? Прибыльные, хотя бы медиахолдинг Тавр. Хотя бы Тавр, там все радиостанции прибыльные. Я не думаю, что они все прибыльные, я думаю, что они друг друга перестраховывают. За исключением тех станций, которые только стартовали, Мелодия и так далее. Мелодия уже 40 лет на рынке. Я уточню, но мне кажется, что все-таки я смотрите, прав. В Беларуси рынок значительно меньше, и у нас лидирующая станция в экономическом смысле, лидирующая, зарабатывает порядка $2 миллионов в год. Угу. В Украине эти цифры больше. Вы еще сказали, что музыкальным вкусом учредителей
часто соответствует. Да, или формату какому-то, да, заданному. Да, ну все-таки это не одно и то же. Мне кажется, что зная, как станции того же Тавра исследуют аудиторию, то есть это не совсем так, потому что они много времени проводят на социологических исследованиях. Я могу сказать по этому поводу. Я специально, это мой стиль, я начинаю с утрирования и лжи свои выступления. Это как бы, я что хотел сказать. Конечно, много внимания уделяется, и многие форматируют свои станции и закладывают какой-то формат, да, в это все, в том числе музыкальный. Это выглядит такой клок. На клоке там есть golden хит, потом там русский хит, английский хит. Такая последовательность, которая, значит, с помощью соцопросов была выведена и опыта в такую, значит, идеальную радиостанцию, идеальную клок, да, формат музыкальный в том числе. Для ее аудитории. Я просто думаю, что если в вопросе выбора музыки для эфира ориентироваться на вкусы аудитории, теперешние, то как бы нет шанса вообще новую музыку услышать, учитывая то, что, я думаю, что это похоже на ситуацию в Беларуси. Да, это так. Люди как бы, почти все станции самые успешные, да, более-менее успешные, они ретро-станции, да, они на ностальгии работают. Вот то, что ты слышал до 1978 года, вот давай сейчас, давай, плачь, молись. Массовой информации, как вы думаете, это изменит вообще положение дел? И еще один вопрос. Вы допускаете со временем выход в FM-диапазон? То тоже спрашивали сейчас в перерыве по поводу того, не приходили ли. У нас действительно много может чего услышать по радио. Там и есть и ненормативная лексика, и смелые мысли иногда чересчур в некоторых передачах. У нас есть программа «Дегенераты» просто по субботам. И меня спрашивают тоже к этому вопросу, не приходили ли к нам за все это время, чтобы нас немножко закрыть или попросить. Нет, не приходили. Я знаю, что сейчас в Украине проходит очень сложный процесс создания, то, что называется у нас суспільне мовлення, общественного вещания. То есть это отличается от государственного вещания тем, что это не контролируется каким-то государственным органом. Это немножко другая модель. И это очень сложный процесс, потому что это общественное вещание создается на базе еще советских, да, государственных вещателей, центрального телевидения украинского, еще советского. То есть это такая махина, которая работает зачем-то тысячи людей, 10 тысяч людей, которые непонятно, что там делают, которых невозможно уволить никак. Да, их нельзя. Вот они делают 40 лет свою какую-то передачу или пишут одно предложение в год, и ничего с ними не сделаешь. И сейчас вот у нас, если говорить про телевидение, то Зураб Аласаня, он довольно известный такой независимый журналист из Харькова, возглавил этот процесс. И ему удалось сократить за 2 года 40% только людей, со скандалами, даже с нарушениями. Но все они пытаются достичь вот этого как раз положения, при котором никто не может, кроме редакции, влиять на общественное вещание. То есть это общественное вещание, которое для меня это просто. В Британии есть общественный вещатель BBC. Конечно, это для всех нас это большая такая картина, вообще идеальная, как выглядит медиа. Да? Есть такая кнопка радио BBC 3, которая говорит о академической музыке, классической, сложных вещах. Это станция, на которой можно услышать 3-часовую передачу про органную музыку, например. И в то же время есть Classic FM, да, коммерческая станция, которая 5-минутные ставит треки, такие популярные, мелодии Шопен, Бах, Бетховен, такой попс. И они друг без друга не могут существовать. Это идеальная ситуация, потому что классическая музыка не может существовать, именно производиться без людей, которые глубоко погружаются в тему, слушают передачи, спорят об органной музыке, достаточно ли большой у тебя орган или нет. То есть они серьезно изучают вопросы эти. Они не могут производить, это все производят эти кадры людей, которые создают более популярные форматы, которые создают такие точки входа в классическую музыку для широких масс. 5 миллионов человек, по-моему, слушают Classic FM в Великобритании. Но эти люди, которые только пришли в классическую музыку на коммерческую радиостанцию, где удобно все сформатировано и быстро меняется,
они потом, когда им мало становится, приходят на BBC 3 и слушают программы про органную музыку 3 часов. То есть это такой взаимосообщающийся сосуд очень важный. Но общество, в основе этого лежит решение такое общества, да, доверить каким-то людям, профессионалам, решать на протяжении какого-то периода, какая музыка, да, нам нужна на протяжении там, года, какую мы будем финансировать, там, освещать. Да, будем делать передачу мы про органную музыку или нет. Важно ли для нашего общества иметь такую программу? Вот. Пока у нас этого еще нет, но строительство этого суспільного общественного телевидения очень тяжело идет. Но оно идет, и принимаются какие-то законы с кровью, которые вот выцарапывают необратимость процесса. Мы все переживаем, чтобы какие-то процессы необратимы уже были. Чтобы пусть всех поубирают, но процессы уже пошли. Вот. Назад будет сложнее, чем вперед. Вот это главное. Поэтому сложно. Про FM-станции. Про FM-станции мы тоже нас спрашивали, у нас было там в начале такое прям предложение, как раз освободились, много частот на конкурсе освободилось после того, как сбежал Янукович, и потому что он хотел в том году, в 2014, когда мы начали, он хотел еще там 30 станций себе открыть. И они говорят, ну вот есть много частот. Это редкий случай, когда на конкурсе прям в этом году, да, много частот, можно сразу какую-то сеть более-менее построить. Мы начали считать. Значит, там у нас как так, 1 000 000 гривен должен быть. Это в тот момент это было около, по курсу 1 к 8. Это, в общем, я уже забыл, как мы считали. В общем, это было очень, довольно большая, крупная сумма денег. Где-то, наверное, больше, чем 100 тысяч долларов. Да? 125 тысяч долларов, да? То есть у нас в тот момент таких денег, сейчас тоже нет. И потом на каждую частоту нужно было по 100-150 тысяч гривен, то есть где-то по 10-15 тысяч долларов. А тебе нужно, чтобы... Вот мы сейчас вещаем, вы видели карту, мы вещаем на весь мир. Нам не нужно в каждом месте платить по 100 тысяч, чтобы там вещать, правильно? А здесь нужно мне, чтобы там в Краматорске, там где-то еще, каждый город мне нужно по 100 тысяч. То есть мы посчитали, что это, во-первых, неоправданно дорого, учитывая вот. И то, что мы очень отставали там с 3G, то, что оно приближалось, мы понимали, что это есть перспектива в этом. И мне кажется, что сейчас вкладывать в FM частоты, да, такие деньги с точки зрения бизнеса, это уже как в пароход там, или вкладывать что-то такое. Паромную переправу устроить. Да, это прошлый век уже. Я вот только вернулся из Польши, я общался с ребятами, там сейчас уже DAB формат, да, уже пришел. С 2020 года все страны Евросоюза, они обязались отказаться от FM вещания, перейти полностью на цифровое. Ресивер стоит 100 злотых, это около 25-20 евро, то есть такие маленькие деньги. И в Норвегии уже отказалась от FM вещания, по-моему, в этом году, в прошлом. В общем-то, вкладывать в это уже поздно деньги, мне кажется. Лучше вкладывать в новые технологии. Я хотел спросить, как обстоят дела с авторским правом. Потому что, например, я год 4 назад пытался делать интернет-радио здесь, и все это вылилось просто в серию подкастов, которые я опубликовал на SoundCloud, но они в процессе в течение нескольких месяцев были просто заблокированы, потому что понятно. Это удивительный вопрос, в том плане удивительно объемный. То есть это ответ будет удивительно объемный. Я попробую коротко. Значит, радио «Аристократы» довольно быстро привлекло внимание. У нас есть такие организации коллективного управления авторскими правами. У вас тоже наверняка есть, да? Ну, проблема у вас, наверное, одно, а у нас 14 их. 14. И из них 3-4 занимаются радио, сбором именно по радио. Кто-то там ресторанами, кто-то телевидением, кто-то еще чем-то. 14. Такое гуляй-поле у нас. Все они, конечно, чаще всего это какие-то там и коррупционные схемы и так далее. Много предрассудков. Но они пришли к нам, когда мы платим авторский сбор. То есть, например, это интересно, потом я с ними познакомился уже поближе. Это интересные молодые люди, там в нашем случае, которые делают свою работу, собирают эту массивы информации и охотятся за теми, кто нарушает авторское право. Вообще серьезнейшая проблема и серьезнейший вопрос.
И, например, мы в первом квартале 2015 года, вот о чем я хотел рассказать, в первом квартале 2015 года радио «Аристократы» перечислило группе Daft Punk, сейчас я переведу на белорусские рубли, в долларах, там нет столько долларов, это 7 гривен, это... Если этому, конечно, объяснить, это не то, что мы нам пожадничали. Нет. Я бы все, что есть, перевел бы группе Daft Punk. Я покупаю их пластинки, так хотя бы, может, участвую. Значит, там проблема такая. У нас в Украине, и вообще, я так думаю, что и в Беларуси очень низкие ставки за авторское право. Да? Потому что они думают, это Украина, что мы с них возьмем? 7 гривен. Плюс мы такое радио, где нет жесткой ротации. То есть у нас Daft Punk мог действительно прозвучать за весь квартал 2-3 раза, и вот эта ставка, да, она накопилась в 7 гривен. А на самом деле один раз стоит 1,5. И потом интересные вещи с этими 1,5 или 7 гривнами происходят, когда мы платим их этой организации. Они действительно, то есть я-то думал, это все фикция. Нет, они действительно состоят в взаимоотношениях с большими мейджорами, большими компаниями и продюсерами местными, и продюсерами-лейблами местными. Они действительно перечисляют эти деньги артистам, но через эти цепочки. Значит, сначала мейджору, они берут процент, потом мейджор берет процент, потом мейджор перечисляет продюсеру, продюсер берет процент, и потом в итоге из 7 гривен до Daft Punk доходит копеек 40. И, конечно, когда они видят, что из Украины приходят такие деньги, они, конечно, не очень смотрят на нас, как на рынок, да, какой-то готовый, и тут, в общем-то, с нами и не общаются. Поэтому вопрос важный очень. Но что касается авторского права на таких сайтах международных, да, мы можем сколько угодно заплатить по Украине, но у нас с YouTube, например, проблемы, потому что музыка, когда мы вещаем радиовидение, да, оно слышит всю музыку, которая играет в эфире, даже если картинки нет, то оно, конечно, начинает нас блокировать. То есть нам не хватает этой лицензии, значит, надо какую-то дальше искать или какие-то другие выходы. SoundCloud может быть, но на Mixcloud эта проблема решена тем, что нельзя скачивать подкаст. Поэтому я рекомендую Mixcloud для подкастов. Его нельзя скачивать, и они тегают автоматически всю музыку, которую ты играешь, и сразу ее можно купить там. То есть они все сделали так, чтобы к ним не было претензий. Поэтому авторское право в случае с подкастами Mixcloud решает очень хорошо. А в случае с прямой трансляцией, например, имеете ли вы... Зависит от людей, которые делают. Можно я чуть уточню, человек, который радио «Аристократы» слушает. Вот, например, у нас есть шоу Вильям Драгиной, Да. в котором она встречается с учеными, молодыми исследователями. И есть, например, или было шоу «Групповой X», да, где два веселых, жизнерадостных молодых человека, в общем, позволяют себе практически все. Собственно, Как это сочетается? Нет, да. Да? Там же все равно, эти два веселые человека, это два умных человека. Это Юра Марченко, да, главный редактор платформы, может быть, вы знаете этот ресурс тоже. Умнейший, смешнейший человек. И его друг Митя Шельпук. Тоже умный, интересный человек. И это взять хороший еще пример Игорь Тупикин и Тамара Бабакова, да, с передачей «Дегенераты», где вообще может происходить просто всякий ужас. Но эта программа... Извини, был момент, когда ты сам слушая, хватал за голову? Да, был, когда, например, они говорят, что это за вообще бигборды по городу развешенные, там новый построили жилой центр, Элизиум. Говорит, это вообще срань какая-то, это вообще, это ужасная, безвкусная реклама. Еще там Стива Джобса поместили. Вообще какая чушь, а это наш рекламодатель. Вот это был такой неудобный момент. Да много. Но, понимаешь... Но доверие. Да? Доверие. Я же знаю, что они все равно два умнейших человека. И они это делают не просто так. Я могу что-то не понимать. Я могу с чем-то быть не согласен. Но это два умнейших человека, которым я восхищаюсь. И это касается всех ребят, которые работают. И мне просто хочется, чтобы они делали то, что они хотят. Чтобы это не было. Да, в какой-то момент они могут, но мы вместе, понимаешь? Мы как руководствуясь этим принципом, я же не блокирую. Я говорю, давайте делайте групповой X. Они его делают в сезон, потом такие, мы же его сделали вместе. Они говорят, что-то, говорят, как-то, что-то не так.
Но это уже не я им сказал, что это что-то не так. А это мы вместе пришли, что что-то не так, что-то поменять. Никаких обид, и вот эти, не закрываются эти чакры любви и творчества. Но тут опять, это относительно очень качественный контент. Ну вот как его определить? Я знаю, что такое некачественный контент. У нас его, мне кажется, нет. А вот с учетом публики, которая действительно там, интеллигентные, умные ребята вас слушают, да, ну, скажем, шоу Групповой X, где там шуточки, как ты говоришь, там... Ну, оно же вечером выходит, да. Вечером выходит, или шоу там про науку, вот, в просмотрах, прослушиваниях, если что. Есть у меня, кстати, статистика там, по всем программам за сезон, но в целом это очень равные числа. То есть это скорее, речь идет о какой-то модели потребления. Да? У нас основная наша публика — это офисная и работающая публика. Да? Там это могут быть фрилансеры, но все равно в 10 утра они начинают работать. Все равно где-то около часа-двух ты идешь на обед. Все равно ты потом с него возвращаешься. Все равно ты потом в 6 часов или в 7 часов едешь домой. Все равно потом ты приезжаешь домой, ты включаешь снова компьютер, значит, у нас снова есть шанс получить внимание этого человека. Вот и все. Мы просто пытаемся, ну, так сказать, попробуй послушать нас. Вот в это время, попробуй вечером. Вот можно об этом. Давайте попробуем создавать. Радио умеет, это удивительная вещь, радио умеет создавать атмосферу, самые великолепные декорации, да, за очень маленькие средства. Это круто. Может быть фоном, а может все внимание на себя привлечь. В общем, масса возможностей. Я предлагаю, знаете, я вижу, ты уже... Все. Я предлагаю последний вопрос для человека, который, я знаю, всегда есть человек один, он сидит и думает, сейчас я... нет, не буду. Ну вот давайте такой вот есть у нас человек? Есть. Давайте это будет последний вопрос. Меня зовут Вова, мне вообще интересно, как все сделано, поэтому классный вопрос был про технику. Вот. И мне хотелось бы узнать, вот вы когда стартанули, вы как бы неизвестная такая станция, как вы набирали людей? То есть, как я понимаю, должна была быть агрессивная кампания, чтобы людей слушать как можно больше за там, какие-то там первые несколько месяцев. Вот, как это было сделано? Ну и второе, для тех, кто, может быть, там захочет там повторить ваш опыт, может, какой-то совет, вот без чего бы не получилось то, что у вас получилось? Кроме доверия. Окей, нам уже надоело всем. Я понял. Так, как мы начинали с точки зрения продвижения? Исключительно естественным путем. Естественным путем, то есть это какой-то естественный всегда. Мы всю нашу коммуникацию первичную мы построили через соцсети. Это был вообще в первое время исключительно Facebook. И, конечно, нам немножко повезло, я не скажу, что не повезло. Мы-то задумывали себя как такая развлекательная радиостанция, такой, скорее, инфотеймент, да? Но когда мы начали, это был самый разгар, самый такой дьявольский период Майдана был. И мы, конечно, поняли, что тут есть всегда этот как момент, тон, интонация, когда можно шутить. Вот там упал 11 сентября, да, башни-близнецы. Сколько времени должно пройти, чтобы снова начать шутить? Сколько времени должно пройти, чтобы шутить об этом? Кто-то должен это начать, да? Вот это был вопрос, очень важный вопрос. И мы в какой-то момент мы поняли, что мы не можем не говорить о новостях, о том, что происходит. Ну, это было бы глупо делать групповой X, ну, когда там за километр от нашей студии стреляют из автоматов. И, конечно, мы покрывали новости. И жажда в информации была такая большая, что мы сразу получили большой кусок аудитории, которая искала везде все, что есть на эту тему. Да, вот люди, которые следили за этим. Это нам дало какой-то первый такой прилив аудитории, который мы потом долго-долго пытались добиться обратно. Многие не остались с нами после этого. Это нормально. Первый там, день, первый выпуск всегда больше всего привлекает аудиторию. То есть мы никогда не использовали прямое продвижение, платное продвижение в Фейсбуке, веря в то, что в тот момент, да, веря в то, что люди, которые к нам присоединяются, это люди, которые, ценнее человек, который сам придет, приведет кого-то и будет участвовать в том, что мы делаем там на страничках. Мы очень верили в нашу страничку, в ее силу. Очень много работали над ней.
И, конечно, у нас есть хороший, очень хороший, правда, мне кажется, это один из самых лучших сейчас пиар-директоров в Украине, это Ксюша Шагова. Мы с ней в школе учились вместе, и с тех пор она выросла в действительно большого специалиста. Она сейчас работает с Пятницей, с Сенсеем, с Асаи, с большим количеством артистов интереснейших, занимается на большом уровне организации концертов, туров, и знает всех, знает всех. И, конечно, это помогло нам, когда мы выстраивали свою коммуникацию через медиа, да, все дружественные медиа, которые были у нас, да, это были медиа, которые поддержали наш старт и написали о нас что-то, опубликовали фотографию, рассказали интервью там, и так далее. А второй вопрос, поэтому это, да, сочетание соцсетей плюс работа с медиа, которые уже работают с этой аудиторией. А второй вопрос касался совет, да. Тем, кто хочет. Я не советую повторять, искать какой-то свой голос, ну, всегда. Это касается всего звучания там, и так далее. Потому что вот открылась недавно на станция в Украине онлайн «Сковорода», и они начали Львив, Вильно, Мисто. У нас вот Киев, свободный город был. Я так подумал, это странно. Свой голос надо искать, свой голос и, в общем-то, с людьми говорить. Вообще, важный вопрос, как все происходит. Я хочу воспользоваться моментом. Если вы будете в Киеве, я вас всех приглашаю к нам в офис. В любой момент вы можете заходить. Особенно в наш новый офис с роялем и баром. И правда, вы просто скажете, скажите на входе, что мы виделись в Минске, и вообще нет проблем. Дмитриевская, 80, 4 этаж. На сайте будет написано. И там тоже можно будет, если что, на все вопросы, как все устроено, нам нечего в этом плане скрывать. Я ее не знаю, она уже едет со мной вместе. Да, уже? Ну, мы еще не открыли его, там он еще в ремонте. Поэтому такие более, если что, я лично могу там рассказать какие-то более такие вещи, как что делалось. А советы, ну, просто надо действительно освоить ремесло и потом, значит, отдать всего себя этому делу. Это единственный совет. И надеяться на лучшее. Спасибо большое, Руслан. Спасибо большое вам. Вы очень терпеливые ребята. Очень...